умница, чуть-чуть пощипит вакцины. И все. Быстрым отработанным движением Мака Аушева вводит шприц в плечо маленького пациента. Теперь его организм защищен от полиомиелита. Слезы и боязнь уколов – частая реакция у детей. На этот счет у медика заготовлены вкусные конфеты. Возьми еще возьми. Медсестрой в Карабулакской поликлинике Мака Аушева работает уже 40 лет. Как опытный специалист, она знает, как успокоить ребенка и сделать укол быстро и как можно безболезненнее. Больше всего ее радует, что в последнее время родители охотнее приводят детей на вакцинацию, особенно от такой опасной инфекции, как полиомиелит. Очень радует, что родители наконец-таки поняли, очень хорошо ходит. Бывает по 50 делаем, 45-30 прививок. Даже вначале было больше. Вакцинами и пентоксин. Вакцина чуаряз больше. И кох родители. И это вакцин геологии. Вакцинации от полиомиелита по Карабулаку подлежат свыше 4700 детей. В рамках прошедших 3 туров из них уже привито 94%. Как отмечают сами врачи, на прививку приводят и тех детей, чьи родители до этого яро отказывались от вакцины. Сейчас у нас на самом деле большой поток. По сравнению с предыдущими 2 турами, могу сказать, даже в 2 раза, если не в 3. Дети активно ходят на прививку, и большинство детей относятся к этому достаточно спокойно, не так эмоционально. Приезжают не только с территории Ингушетии, дети прививаются в Карабулак именно, но и за пределов. Были дети из Грозного, из Дагестана, дети, которые имеют, скажем так, голые по прививкам, на сегодняшний день уже имеют по 1 или по 2 прививкам, потому что у нас достаточно так с этим поднялся, скажем так, процент детей прививаемости. Регулярные беседы с родителями, подворные обходы – основная причина такой положительной динамики. В их числе небольшая экскурсия по поликлинике. Врачи лично показывают мамам, как хранится вакцина и соответствует ли она срокам. Вакцин отдельно от холодильника же, напряжение, дикий стабилизатор лад, генератор подведенный. Даже вот смотришь, даже не знаешь, что свет выключили. Тут же стук, остановится холодильник, тут же подключается генератор. Работает. Очень часто при мамаше было вот так, заработал холодильник. Нам доверяют, я смело могу сказать. Пневмония, острое расширение желудка, кишечное кровотечение, частичная или полная инвалидизация. Вот что ждет тех, кто заразится полиовирусом. А болеют им чаще всего дети. Как защитить организм ребенка от инфекции, от которой нет лекарства? Вакцинировать его, согласно календарю прививок, отмечают специалисты. Согласно национальному календарю прививок, ребенок должен получить 6 вакцин от полиомиелита. Это начиная с 3 месяцев, 3 месяца, 4,5, 6 месяцев, 18 ревакцинация в 21 и в 6 лет. 21 месяцев и 6 лет. Высок риск того, что при заражении полиовирусом ребенок может и вовсе умереть от паралича дыхательной мускулатуры. Полиомиелит опасен, и вакцинопрофилактика пока единственный способ защиты. Однако недостоверные слухи в интернете о вреде вакцины часто дезинформируют родителей. Верить медикам, а не фейковым новостям, призывают и религиозные деятели. Лазера хафал таглода царду цархаду царча унзурбог особенно кеги должен береште аста сам изолиш дихр дуас واش كياخذ دول شمك غديرة سلور جاخر واحد ويا خاصة وداتي تان دال حد يتشي ويمشوا خجولش سين موجز در حمد دياس سيدي خدر حمد دياس يعني ويالي شو سامخد. Несмотря на то, что 3-й тур иммунизации от полиомиелита официально завершен, врачи Карабулакской поликлиники и дальше будут прививать детей. Таким образом, медики надеются охватить все детское население, подлежащее вакцинации. Специалисты напоминают, на начальном этапе симптомы полиомиелита схожи с простудой. В этом случае врачи советуют не заниматься самолечением, а обращаться к ним. Ну а еще лучше вакцинировать своих детей, чтобы избежать осложнений полиомиелита. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.